Дорогие земляки, сегодня в республике работает около 400 добровольцев. Люди, которые пришли сюда по своему собственному желанию, люди, которые любят свою родину и готовы защищать свой лес. Вообще через наш штаб прошло около 2200 человек, добровольцев. Но вы видите, пожар не останавливается. Думаете, почему это не останавливается? Потому что, когда уже окопали, когда уже его практически остановили, у нас не хватает людей, чтобы окарауливать его. Деревья падают, через них огонь перебирается, и опять мы прорываем оборону, и огонь опять увеличивается. Что нам для этого нужно делать? Нам нужны добровольцы. Нам нужны люди, которые придут работать не на 1, 2, 3 дня. Нам нужны люди, которые придут 7, 10, 20 дней работать. Ваша работа будет оплачиваться из расчета 219 рублей в час, а первые 3 дня из расчета 273 рубля в час. Но не более 10 часов в сутки. Кроме того, ваша жизнь может быть застрахована страховой компанией «Югория». Вы получите уважение, почет и славу всех земляков. Вам будет уважение и почет. Поэтому я прошу каждого мужчину, который старше 18 до 65 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью, которые хорошо ориентируются на природе, в лесу, в полевых условиях, у которых есть желание и время участвовать в наших акциях поддержки наших профессионалов-огнеборцев. Просьба записаться по адресу улица Орджоникидзе, 28 или написать по указанным телефонам. Также мы будем рады, если вы от предприятия вашего или лично от вашей семьи принесете какую-то поддержку для тех, кто уезжает на это мероприятие. Это может быть одежда, это может быть перчатки, сапоги кирзовые, например, да? Даже портянки можете принести, РЛО, лопаты, бензопилы, все, что может помочь нам в этой борьбе. Кроме этого, у нас пострадали жители села Бескель. Для них мы тоже собираем гуманитарную помощь. Тоже по адресу улица Орджоникидзе, 28. Конечно, приносите нужно новую одежду, можно домашнюю кухонную утварь привезти. Вот люди сдают холодильники, но у людей все сгорело, понимаете, да? У них практически ничего нету. И если вы принесете, окажете помощь, я думаю, это будет акт сердечного такого поступка. Это вообще божественный, да, поступок. Я хочу уже поблагодарить всех тех ребят, которые побывали в лесу. Я вами восхищаюсь. Вы показали свой героизм, вы показали свое мужество и смелость. Даже женщины поварихами выезжали. Но я всегда против того, чтобы женщин привлекать к этой деятельности. Также я хочу поблагодарить всех тех сердобольных людей, которые внесли денежный вклад, которые принесли сюда свои вещи, помощь, инструменты. Вас очень много. Я вам очень благодарен. И я счастлив, что у нас сейчас работа ведет в одном единстве. Весь народ, и правительство, и госорганы, и наши профессионалы-огнеборцы. Мы все работаем в одной связке, как одна общая сила. У нас подключились и общины, и землячество, и общественные организации. Такого единения, конечно, не хотелось, чтобы по такому поводу собирались. Но раз уж такое случилось, давайте вместе встретим эту проблему лицом к лицу, все вместе дружно взяв плечом к плечу. Еще раз, давайте будем вместе.